Каждый день, проведенный в пути, приближает нас к родине. Керча и его сподвижники отправились в Крым по дороге, которую знал каждый торговец. В Крыму у Керчи были родственники, на поддержку которых он рассчитывал. Великий шелковый путь стал дорогой возвращения к родине для наших воинов. Путь проходил через Самарканд, Багдад, Дамаск и даже Константинополь. Путь вел их через суровые пустыни и высокие горы. Пески пустыни, накаленные жарким солнцем, казались бесконечными, а ночи приносили леденящий холод. Но воины продолжали идти, шаг за шагом. Добравшись до Крыма, для наших героев началась новая эпоха. Керча нашел сестру, которая была замужем за местного вельможу. Ее муж оказал им почтение и помощь. Крымские татары и аланы были близкими союзниками, связанными еще и родственными узами, и в час беды оказали неоценимую помощь. Керча женился и обрел семью, у него родился сын. Прошли годы. В далеком Крыму Керча жил беззаботно, но его не оставляла тоска по родине. За время нахождения в Крыму Керча собрал остальных собратьев алан, судьба которых разбросала по миру после нашествия Тимура. И вот собрал Керча всех алан и единомышленников и призвал их в путь в поисках родины. Храм, Кадурхай и Будиян с Наурузом поддержали Керчу.